Вы словно птицы, разлетитесь кто куда. Чуть оперившись знанием науки, мы вас провожаем. Ваши судьбы, ваши собственные руки. Добрый день, уважаемые наши ученики, уважаемые наши преподаватели и, конечно же, наши дорогие выпускники. Сегодня в нашем колледже связи и энергетики имени Героя социалистического труда Петра Ивановича Духина традиционный и в то же время особенный праздник. Мы поздравляем всех, кто пришел на это торжество, и прежде всего, конечно же, наших выпускников. У выпуска 2022 года историческое событие, и это необычный год. В этом году мы отмечаем столетие Якутской АССР и 390-летие вхождения Якутии в состав российского государства. У каждого живущего на земле есть свое предназначение, и получить образование, освоить нужную профессию для общества, осознать, что обрел смысл жизни, радоваться, что будешь заниматься своим делом, которому лежит душа. И, конечно же, трудиться во благо своей республики и во благо Российской Федерации. Звучит гимн Российской Федерации. Ну а сегодняшний праздничный день с нашими выпускниками, с нашими преподавателями пришли разделить наши дорогие гости, партнеры и друзья. Мы приглашаем на сцену генерального директора акционерного общества «Арктик Телеком» Сергеева Виктора Александровича, генерального директора «Софтвей» Байшева Сергея Даниловича, генерального директора IT-генератор Егорова Вячеслава Счастливовича, исполняющего обязанности генерального директора «Фантастик» Туяру Степанову, руководителя проектов «Е-интеграция» Григорьева Афанасия Владимировича и главного специалиста Департамента государственной политики в сфере науки, профессионального образования и целевой подготовки Министерства образования и науки Марию Дмитриевну Оленникову. Вам слово. Дорогие друзья, прежде всего хотел, конечно, поздравить вас, выпускников Якутского колледжа связи и энергетики. Действительно, сегодня знаменательный день. Я считаю, что это для вас новый этап жизни. И по моему личному мнению, я думаю, со мной многие согласятся, вы уже сделали правильный выбор. Правильный выбор в сфере технологий связи, в сфере телекоммуникаций и IT. Ведь действительно сейчас развитие данного направления Российской Федерации, в регионе, можно сказать, в целом мире активно развивается. Например, у нас в Якутии за последние
последние только 5 лет 4 раза развита сеть магистральных улиц. В этом году запущены 2 спутника связи, которые покрывают территорию Якутии. Активно развивается беспроводная связь. В общемировом уже 5 миллиардов человек пользуются мобильными телефонами. И мы, как региональный оператор, безусловно, также активно в этом направлении двигаемся. Мы решаем задачи по организации связи доступных пунктов в Арктике. И наша работа не могла бы быть успешной без нашей команды. А наша команда на четверть состоит из выпускников Якутского колледжа связи. И в этом направлении, действительно колледж связи у нас был, есть и будет нашим стратегическим партнером. Мы будем всецело помогать ему в подготовке кадров, в их трудоустройстве и в дальнейшем движении. Я бы хотел отдельно поблагодарить педагогический состав. Действительно, дело трудное, ответственное, сложное в становлении профессионального ребят. Гаврил Анкевич, за вашу неиссякаемую энергию, за инновационный подход, креативный подход к организации учебного учреждения. Ну и, дорогие друзья, могу уже обратиться к вам как к коллегам. Желаю вам счастья. Искренне желаю, чтобы ваш профессиональный рост, ваша личная жизнь шла только вверх. Самое главное, ничего не бояться. Не бойтесь трудностей, ставьте перед собой задачу, твердо идите смело по жизни вперед. И все обязательно у вас получится. Поздравляю! Дорогие выпускники, искренне поздравляю всех вас с окончанием колледжа. С дипломом в руках у вас появляются новые возможности, вы преодолели очередной такой этап профессионального роста. Я побывал у вас в качестве председателя КПР и увидел очень интересные проекты. Поэтому я уверен в том, что у вас будут в будущем прекрасные, выдающиеся результаты в данной выбранной вашей плане сфере. Поэтому я вас призываю непрерывно закачивать свои навыки. Да, будут трудности в первой жизни, да, будут сложности с выбором работодателей и прочее, но не бойтесь этих трудностей, смело идите к своим целям, своим мечтам, и у вас обязательно все получится. Если у вас возникнут трудности с прокачкой навыков, обращайтесь к нам, мы вам сделаем помощь. Добрый день, дорогие наши выпускники, преподаватели, коллеги, гости этого замечательного праздничного дня. От имени нашей организации «Фантастик» хотим искренне поздравить всех выпускников с окончанием колледжа. Желаем вам найти свое место в жизни. Кому-то продолжить учебу, кому-то найти желаемую перспективную работу. Также, главное, чтобы вы искренне любили свое дело. Если немножко рассказать о нашей организации, «Фантастик» была основана в 2015 году с мечтой создания команды, работающей над амбициозными играми мирового класса. Сегодня мы разрабатываем один из самых ожидаемых в мире блокбастеров The Day Before. На сегодняшний день The Day Before стоит на первом месте в глобальном стиме движников и бестселлеров Night. Наша полностью удаленная компания работает полностью удаленно. Также в нашей команде есть ребята из Латвии, Нидерланды, также Латвия. Фантастик. Если немножко рассказать еще о культуре Фантастик основана на идее волонтерства. То есть быть волонтером, приносить пользу дела не только вот всей команды, а всему миру, приносить пользу и восхищение через наши игры. Мы являемся спонсорами во многих крупных компаниях, организациях, помогаем также людям. Например, колледж Якутской связи и энергетики является нашими партнерами. Мы очень искренне ценим наши добрые, хорошие отношения между этим колледжем. Хотим также поблагодарить весь состав этого замечательного колледжа, и также хотим от имени нашей организации подарить вам небольшой подарок в виде проекта.
даже знаем, какому преподавателю этот проект будет включен. Так как мы являемся партнерами, да, мы бы хотели на эксклюзивном, так скажем, предложении всех выпускников мы предлагаем наши вакантные места. У нас на сегодняшний день очень много вакансий, как программистов, 3D-модельеров, левел-визов и так далее. Если у вас есть желание работать вместе с нами, работать удаленно, находясь в любой точке мира, не только именно в России, а именно в любой точке России. На сегодняшний день наша компания находится в Сингапуре, головной офис находится в Сингапуре. Часть нашей команды работает в Таиланде, то есть у нас была недавняя релокация в Таиланд. Также есть возможность поехать и в Турцию, и в Казахстан, в любую точку мира, где вы пожелаете. Если у вас есть желание работать вместе с нами, пожалуйста, пишите нам, либо же можете напрямую ко мне обратиться. Спасибо. Компании «Ви-интеграция», вице-компании «Ви-интеграция». Хочу поздравить прежде всего всех студентов, выпускников с особым отличием, которые закончили, и вообще всех с особым статусом, хочу отметить всех педагогов, ведь все студенты, которые выпустились из вашего колледжа, являются высококвалифицированными сотрудниками, которые мы уже начинаем с вами сотрудничество в этом плане. Один студент уже отличился с особой эффективностью, показал высокую квалификацию. Всем хочу также поздравить, что нельзя останавливаться на достигнутом, прежде всего надо идти вперед, всегда пробиваться. Ну и всем уже пожелаю счастья. Спасибо. Дорогие наши выпускники, от имени Министерства образования и науки Республики Саха-Якутия и от себя лично поздравляю вас с радостным событием – получением диплома. На вас, молодых, талантливых и энергичных, мы возлагаем большие надежды. И какую бы дорогу ни избрали, всегда оставайтесь достойными людьми. Пусть ваша жизнь будет счастливой, яркой и интересной. Желаем вам реализовать все намеченные планы, цели и мечты. В добрый путь, наши выпускники. Спасибо огромное нашим дорогим гостям, которые пришли сегодня разделить с нами этот радостный день, и приглашаем вам занять места в зрительном зале. А для вас, наши дорогие ребята, музыкальный подарок от ваших ребят, студенток. Встречайте бурными аплодисментами.
своей энергетикой. Ну а мы приглашаем на сцену директора Якутского колледжа связи и энергетики имени Петра Ивановича Дудкина Семенова Гаврила Иннокентьевича. Добрый день, уважаемые выпускники, уважаемые преподаватели, уважаемые кураторы, дорогие наши родители. Сегодня прекрасный день, жаркая атмосфера, но вдвойне приятно, что мы через 2 года этой заразы мы очно встречаемся с вами. Не тайком, как в прошлом году, не через кабинки или окошко, но мы сегодня торжественно в уютной компании выпускаем наших выпускников. Разрешите от имени Якутского колледжа связи и энергетики имени Петра Ивановича Дудкина поздравить вас с выпуском! Дорогие студенты, уже, да, приказ об отчислении подписан, дорогие выпускники, я хочу пожелать вам всегда помнить о том, что за вами стоят ваши родители, за вами стоят ваши родственники, близкие, друзья, братья. Поэтому всегда будьте первыми, всегда будьте старательными. Впереди у вас интересная жизнь. И всегда помните, как бы было не тяжело или иногда грустно, помнить о том, что наш колледж открыт для вас всегда. Получив диплом выпускника, вы становитесь частью нашей семьи, частью нашей команды. Поэтому, друзья, всегда помните о нашем колледже, всегда гордо носите имя выпускника колледжа имени Дудкина. Где бы вы ни были, всегда будьте нашими представителями, нашими людьми. Я хочу обратиться к нашим преподавателям, особенно нашим кураторам, которые сегодня, как и родители, волнуются, переживают. Очень много было вопросов, особенно в период дистанционной работы, переход на дистанционную форму. Мы все это преодолели. Здесь сидят ребята, которые знают, что у вас было много, да? Но, ребята, еще раз поздравляю и хочу пожелать вам, чтобы вы помнили, сейчас очень интересное время, да? Потому что все меняется, все очень быстро трансформируется. Всегда помните 5 правил счастья, которые я всегда желаю нашим студентам. Ребята, помните о своей семье. Второе, ребята, всегда стремитесь к образованию. У вас впереди будет еще много вызовов. Получайте образование всегда, всю свою жизнь. Третье правило, ребята, всегда будьте открытыми. Смотрите на мир с открытыми глазами, будьте общительными, много путешествуйте, занимайтесь спортом. Мир, он очень интересный, и вы должны быть открыты для этого мира. 4-е правило. Любите свой колледж, любите свой город, любите свою республику, любите свою страну, будьте патриотами. И 5-е правило, это очень самое главное правило. Помните о своих друзьях, будьте хорошими друзьями, будьте хорошими товарищами. Поэтому я очень рад, что в стенах нашего колледжа все эти 5 правил можно получить. Не только специальность, не только диплом, но и все эти элементы счастья. Я хочу поблагодарить наших кураторов, наших родителей за ваших выпускников. Еще раз поздравляю, добрый путь, выпускник! Благодарность заместителя председателя Государственного собрания Иль-Тюмень Республики Саха-Якутия за вклад в развитие среднего профессионального образования Республики Саха-Якутия вручается Васильевой Виктории Михайловне. Вакушевой
Юлии Петровне. Даниловой Анне Семеновне. Катаковой Светлане Ивановне. Киселевой Елене Викторовне. Колодезниковой Александре Арсеньевне. Лепчиковой Полине Николаевне. Никифорову Дмитрию Владиславовичу. От всей души бурными аплодисментами поздравим наших дорогих преподавателей. Это выпускников этого года. Спасибо большое. Благодарность Якутского колледжа связи и энергетики за содействие в реализации проектов и плодотворное сотрудничество вручается генеральному директору акционерного общества «Арктик Телеком» Сергееву Виктору Александровичу, генеральному директору «Фантастик» Готовцеву Эдуарду Иннокентьевичу, генеральному директору «Софтвей» Байшеву Сергею Даниловичу, генеральному директору «Ви-интеграция» Григорьеву Василию Николаевичу, генеральному директору «IT-генератор» Егорову Вячеславу Исчиславовичу, главному специалисту департамента государственной политики и сфере науки, а также профессионального образования и целевой подготовки Министерства образования и науки Аенитовой Марии Дмитриевне. Бурными аплодисментами поздравляем наших партнеров, наших дорогих друзей. Мы начинаем торжественную церемонию вручения дипломов о среднем профессиональном образовании. На сцену приглашается учебная группа ИСИ 18-9. Куратор Данилова Анна Семеновна. На основании решения Государственной аттестации комиссии от 15, 16 и 18 июня 2022 года студентам 4-го курса очной формы обучения, завершивших подготовку по образовательной программе среднего профессионального образования по направлению информационные системы и программирование, присвоить квалификацию специалист по информационным системам и выдать дипломы государственного образца и отчислить указанных студентов из колледжа с 30 июня 2022 года в связи с выпуском. Антонову Марку Николаевичу вручается диплом. Диплом вручается Винокуровой Любови Павловне. Давыдову Роману Михайловичу. Дьяконовой Веронике Тимофеевне. Каландарову Абдулло Зимаддиновичу. Наумову Роману Леонидовичу. Красный диплом. Астреевой Анне Сергеевне. Пахомовой Вере Владимировне. Красный диплом.
Платоновой Нине Васильевне красный диплом. Решетникову Николаю Павловичу. Диплом вручается Стручкову Григорию Григорьевичу. Шадрину Айсену Валерьевичу. Янковой Екатерине Федоровне. Директор Якутского колледжа связи и энергетики выражает благодарность и сердечную признательность за бескорыстный труд и активную жизненную позицию в деле воспитания молодого поколения. Куратору учебной группы встречайте Анна Семеновна. Бурными аплодисментами выпускники ИИ 2049 Данила Анна Семеновна. Добрый путь! У Анны Семеновны буквально несколько слов. Моих хороших я поздравляю с этим выпуском. Наконец-то этот день настал. Желаю, чтобы вы стали любви с большим буквой, чтобы вами гордились ваши родители, ваши близкие и ваши друзья. Добрый путь. Поздравляю. Лесник 18-9. Ну а теперь на нашей сцене мы встречаем выпускников ИСИ-19. Куратор Никитов Дмитрий Владиславович. На решение Государственной аттестационной комиссии от 29-30 июня и 1 июля 2022 года студентам третьего курса очной формы обучения, завершившим подготовку по образовательной программе среднего профессионального образования по направлению информационные системы и программирование, присвоить квалификацию программист и выдать дипломы государственного образца, а также отчислить указанных студентов из колледжа со 2 июля 2022 года в связи с выпуском. Диплом вручается Афанасьеву Александру Владимировичу. Ачилову Алишеру Казлетдиновичу. И такое бывает. Бондарь Валентине Юрьевне. Будинаеву Тимиру Федотовичу. Винокурову Кириллу Андреевичу. Диплом вручается Голомареву Сергею Константиновичу. Ефремову Николаю Юрьевичу. Кузьмину Тимофею Тимофеевичу. Диплом вручается Оконечникову Кириллу Алексеевичу. Румянцеву Андрею Робертовичу. Савину Ничию Владимировичу. Ситникову
Станиславу Сергеевичу. Слепцову Никите Владимировичу. Камфарову Ивану Леонидовичу. Красный диплом вручается Тюрину Артуру Борисовичу. Федорову Николаю Ивановичу. Диплом вручается Филиппову Сергею Дмитриевичу. Едрихинскому Николаю Васильевичу. Директор Якутского колледжа связи и энергетики выражает благодарность и сердечную признательность за бескорыстную, активную жизненную позицию и в деле воспитания молодого поколения куратору учебной группы Дмитрию Владиславовичу. И буквально несколько слов от куратора Дмитрия Владиславовича. Ну что ж, ребята, этого дня мы все ждали, все мы хотели этого. Наконец-то дорвались до этого дня. Вы вступили во взрослую жизнь. Поздравляю вас. Молодцы, вперед! Дорогие друзья, провожаем наших дорогих выпускников. ИСИ 19. 2022 года. На сцену приглашается учебная группа ОИП-19, куратор Васильева Виктория Михайловна. На основании решения Государственной конституционной комиссии от 22, 23 и 25 июня 2022 года студентам 4-го курса очной формы обучения, завершившим подготовку по образовательной программе среднего профессионального образования по направлению обеспечения информационной безопасности автоматизированных систем, присвоить квалификацию техник по защите информации и выдать дипломы государственного образца, а также отчислить указанных студентов из колледжа с 30 июня 2022 года. Дипломы вручаются Борисову Николаю Сергеевичу. Винокурову Василию Васильевичу. Дагаюсову Петру Петровичу. Лебедеву Айталу Владимировичу. Красный диплом вручается выпускнику Майорову Максиму Алексеевичу. Диплом вручается Маякунову Федору Нарзуловичу. Оконечникову Джустану Андреевичу. Ореховой Наталье Игоревне. Красный диплом вручается Павлову Сергею Игоревичу. Петрову Антону Михайловичу. Диплом вручается Садовникову Айсену Сергеевичу.
Семенову Вячеславу Андреевичу вручается красный диплом. Диплом вручается Сидорову Павлу Павловичу. Тарскому Айталу Валерьевичу. Федотову Артуру Федоровичу. Чирикову Ивану Романовичу. Диплом вручается Юмаеву Егору Михайловичу. Директор Якутского колледжа связи и энергетики сердечно поздравляет и благодарит за бескорыстный, неустанный труд куратора Викторию Васильевну. Викторию Михайловну. И, конечно же, Виктории Михайловне предоставляется слово. Ребята, я вас от души поздравляю. Вы удивительные люди. Я вспоминаю наш первый классный час, когда я спросила, кто хочет быть старостой. Полгруппы подняла руки. Потом я спросила, кто хочет работать в учебном секторе, и вторая половина группы подняла руки. Вы были активными все эти годы, немножко помешала нам пандемия, но вы люди очень умные, творческие. Я желаю, чтобы ваша жизнь дальнейшая в профессии состоялась, была такой же активной, такой же многогранной. Я вас люблю. Не забывайте колледж. Приходите в гости. Бурные аплодисменты выпускникам 2022 года. ОИТ-19. Ну а мы приглашаем на сцену группа ПТС 18-9. Куратор Колодезникова Александра Арсеньевна. На основании решения Государственной аттестационной комиссии от 23 июня 2022 года студентам 4-го курса очной формы обучения, завершившим подготовку по образовательной программе среднего профессионального образования по направлению программирования в компьютерных системах присвоить квалификацию техник-программист и выдать дипломы государственного образца, а также отчислить указанных студентов из колледжа с 30 июня текущего года в связи с выпуском. Ну а мы начинаем вручать дипломы. И первый приглашается Варламов Герман Станиславович. Диплом вручается Волкову Андрею Станиславовичу. Еремееву Тимуру Николаевичу. Диплом вручается Иванову Артему Евгеньевичу. Иванову Николаю Спартаковичу. Климантову Ивану Александровичу. Козыреву Азару Александровичу вручается красный диплом. Но его нету, но обязательно ему передадим. Диплом вручается Колодезникову Петру Лукичу. Михайле Роману Алексеевичу. Медюнову Максиму Сергеевичу.
Решетникову Давиду Николаевичу. Диплом вручается Тетерину Валерию Александровичу. И диплом вручается Шадрину Николаю Павловичу. Директор Якутского колледжа связи и энергетики выражает благодарность куратору группы за ваш неустанный и непоколебимый труд. Александре Арсеньевне предоставляется слово. Уважаемый педагогический коллектив, уважаемые родители, уважаемые выпускники, сегодня для нас особенно волнительный день. Мы знаем, с каким трудом мы получили этот диплом. И я очень надеюсь, что после перевода с Якутского торгово-экономического колледжа в ноябре 2020 года в наш колледж, мои ребята в колледже нашем получили хорошие учебные и жизненные навыки. Доброго пути вам, мои выпускники, и надеюсь, что все у вас впереди. Бурные аплодисменты выпуску 2022 года. Выпуск ПКС 18-9. Мы приглашаем на нашу сцену учебную группу ОИП-18. Куратор Горгополова Светлана Ивановна. На основании решения Государственной аттестационной комиссии 22 июня 2022 года студентам 4 курса очной формы обучения, завершившим подготовку по образовательной программе среднего профессионального образования по направлению обеспечения информационной безопасности автоматизированных систем, присвоить квалификацию техник по защите информации и выдать дипломы государственного образца, а также отчислить указанных студентов в связи с выпуском. Мы начинаем вручение дипломов. И первого приглашаем Алексеева Владислава Валерьевича. Диплом вручается Андрееву Алексею Ивановичу. Диплом вручается Андрущак Анастасии Артемовне. Аршевой Ксении Алексеевне. Баранову Данилу Юрьевичу. Вампилову Алексею Владимировичу. Дядину Андрею Юрьевичу. Иванову Ивану Николаевичу. Кельцееву Аялу Степановичу. Диплом вручается Кислый Олегу Александровичу. Колесову Андрею Дмитриевичу. Калмакову Алексею Сергеевичу. Кочуганову Виктору Константиновичу. Лебедеву Юрию Михайловичу.
Макарову Данилу Яковлевичу, Макарову Игорю Витальевичу. Диплом вручается Местникову Максиму Владимировичу. Мордовской Евдокии Ильиничне. Диплом вручается Николаеву Даниилу Егоровичу. Николаевой Ирине Николаевне. Слепцову Илье Анатольевичу. Филиппову Виктору Юрьевичу. Ясуркаеву Тагиру Руслановичу. Директор Якутского колледжа связи и энергетики выражает свою благодарность за неустанный и преданный труд. В деле воспитания молодого поколения куратор учебной группы Светлане Ивановне. Ну и, конечно же, буквально несколько слов от Светланы Ивановны и ее дорогим выпускникам. Дорогие ребята, я, конечно, как и все студенты, на торжественные какие-то волнительные моменты пришла со шпаргалкой, чтобы ничего не забыть, не упустить. Но я обещаю, что слишком долго ваше внимание не займу. Я рада, что у нас 23 выпускника стоит на этой сцене, самая большая группа. Молодцы. Вначале я хотела бы поздравить всех преподавателей. Все говорят, ой, как жаль, там уходят ребята. Наоборот, здорово, мы рады. Рады в том плане, что этот процесс, это учебный процесс, кто-то выпускается, новые абитуриенты уже приходят и подают документы, чтобы их зачислили, чтобы участвовать в конкурсе. Поэтому это жизнь, это процесс, это здорово, потому что вас ждет впереди очень долгая, счастливая жизнь. Также наши преподаватели, я поздравляю, мы молодцы, мы сделали эту работу. Родителей хочу поздравить. Я уже писала в группу, в родительство. Я считаю, что мне повезло не только с группой, мне очень повезло с родителями. Очень активный, адекватный. Родители, это просто сейчас в данный момент, это просто большая удача. Поэтому я очень рада, что мне повезло. Вот. Иногда наша группа в WhatsApp просто там краснела от моих смайлов, восклицательных знаков и так далее, да? Вот. Но я считаю, что все это было направлено вот именно на сегодняшний вот такой результат. Ну а ребятам я хочу, вы же безопасники, техники, да, по информационной безопасности, пожелать безопасности. Во-первых, пожелать безопасности личной. Умейте выстраивать личные границы, это очень важно. Желаю безопасности финансовой, чтобы у вас было очень много денег, денежные активы, которые вам нужно очень хорошо, качественно защищать. Ну и получается, конечно же, желаю вам безопасности информационной, чтобы вы могли найти применение профессиональное диплому, который вы сейчас держите в руках. Я как сейчас помню 1 сентября 2018 года, когда я стояла с табличкой с надписью АИК-18 и видела ваши глаза, в которых было еще очень много вопросов. Это были просто недавними школьниками. А сейчас вы стоите, я смотрю уже на другие глаза. Взрослые, уверенные, направленные на дальнейшую счастливую жизнь. Конечно, за период учебы были разные моменты. Пандемия была, активный первый курс был, были экзамены, были разные ситуации. Но мы справлялись, мы решали все эти вопросы, все эти ситуации. И сейчас, подожди.
Получается, хотелось бы еще такой момент отметить. За период учебы, за 3 года 10 месяцев, к нам в нашу группу переводились ребята с других учебных заведений, с других групп нашего колледжа, с других учебных заведений, других городов. И вот сейчас они на сцене. За 3 года 10 месяцев у нас в группе создавались пары. У нас родилось 2 малыша, 2 мальчика. За период учебы. И девушки стоят здесь, не закончили, не получили диплом. Поэтому я рада, что вы идете в новую жизнь. Я рада буду вас видеть здесь, в стенах колледжа. Я желаю вам удачи, и вы просто обязаны быть счастливыми. Все. Спасибо. Бурные аплодисменты. ОИ 18. На сцену приглашается учебная группа АВТ-19. Куратор Левчикова Полина Николаевна. На основании решения Государственной дискуссионной комиссии от 24 июня 2022 года студентам 3-го курса очной формы обучения, завершившим подготовку по образовательной программе среднего профессионального образования по направлению аудиовизуальная техника, присвоить квалификации техник и выдать дипломы государственного образца, а также отчислить указанных студентов из колледжа в связи с выпуском. Диплом вручается Винокурову Александру Афанасьевичу. Дадутову Захару Александровичу. Егорову Никите Руслановичу вручается красный диплом. Желнину Михаилу Олеговичу вручается красный диплом. Жиркову Гаврилу Гаврилевичу вручается красный диплом. Диплом вручается Жиркову Станиславу Семеновичу. Каракуловой Чинане Талайбековне. Николаеву Валентину Валентиновичу. Осипову Владимиру Александровичу. Петрову Владиславу Алексеевичу. Диплом вручается Соловьеву Виктору Григорьевичу. Тарскому Яну Семеновичу. Эверстову Семену Степановичу. Якову Аркадию Святославовичу. Директор Якутского колледжа связи и энергетики выражает благодарность и сердечную признательность за бескорыстный труд, активную жизненную позицию в деле воспитания молодого поколения куратору учебной группы Полине Николаевне. Полине Николаевне буквально несколько слов для своих выпускников. Дорогие ребята, дорогие мои РТшки, поздравляю вас с выпуском. Желаю вам доброго пути. Пусть все будет у вас отлично. Семейного благополучия, в семье, чтобы у вас всегда было все хорошо, и чтобы вы стали
хорошими людьми и хорошими специалистами. И спасибо педколлективу колледжа. Бурными аплодисментами мы проводим, сфотографируемся сперва на память. Выпуск АВТ-19 2022 года. На сцену приглашается родитель нашего выпускника, руководитель медиацентра исторического парка «Россия. Моя история» Олег Леонидович Жевнин. Здравствуйте! Поздравляю вас с таким знаменательным днем. Он непростой. Все забыли, что сегодня столетие республики, столетие, 25-летие цеха. И вообще, честно скажу, это знаменательный день тем, что вы закончили данный техникум. Я поздравляю от лица исторического парка «Моя история». И благодарю преподавательский состав. И самое главное, учеников. Спасибо, что вы закончили, продержались и выдержали все годы учебы. Спасибо. Я сегодня горд, я просто только сейчас узнал, честно, что сын получил красный диплом. Это для меня новость, конечно. И хотел бы поздравить вас действительно и напомнить историю колледжа. И хотел бы открыть одну страничку. Я принес здесь непростой пакет. Дело в том, что бабушка, а точнее моего сына, является выпускницей этого колледжа. И здесь исторические документы РФ-52. Дело в том, что эта группа осваивала Северный морской путь. Так что вам это все предстоит. То есть история имеет спираль, она возвращается. И теперь вы будете заменять тех людей, которые там были. Еще раз вас поздравляю и передаю вот это историческое наследие. И фотографии, награды. Историю вот этого колледжа. Еще раз спасибо. Олег Леонидович, спасибо вам большое. Ну а мы приглашаем на нашу сцену учебную группу РЭП-18. Киселева Елена Викторовна. На основании решения Государственной аттестационной комиссии от 25 июня 2022 года студентам 4-го курса очных форм обучения, завершившим подготовку по образовательной программе среднего профессионального образования по направлению техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники, присвоить квалификацию техник и выдать дипломы государственного образца, также отчислить этих студентов в связи с выпуском. Диплом вручается Андросову Анатолию Васильевичу, Афанасьеву Евгению Юрьевичу, прошу прощения, Дмитриеву Владимиру Владимировичу, Карманилову Данилу Алексеевичу, Тагорину Айсену Ивановичу, Мазаеву Всеволоду Витальевичу, диплом вручается Матвееву Никите Владимировичу, Осипову Вадиму Александровичу, диплом вручается Палетинской Айталине Ивановне, Скорнякову Ивану Михайловичу,
Скрябину Андрею Константиновичу. Цой Максиму Викторовичу. Чикачеву Никите Романовичу. Обязательно передадим ему диплом, а администрации Якутского колледжа связи и энергетики выражаем благодарность и сердечную признательность за бескорыстный труд, активную жизненную позицию в деле воспитания подрастающего поколения, куратору учебной группы Елене Викторовне. И буквально несколько слов Елене Викторовне своим выпускникам. Спасибо. Уважаемые выпускники, я присоединяюсь ко всем словам, которые были произнесены ранее, и хочу пожелать
Вы словно птицы, разлетитесь кто куда. Чуть оперившись, Уважаемые выпускники, я присоединяюсь ко всем словам, которые были произнесены ранее. Анатолию Васильевичу связи энергетики выражения.